Добрый день, это живая трансляция «Радио Свобода» з города Жодзіна, Мінської області. Тут зараз проходить сустрэча, мае прайсці сустрэча мясцовага кіраўніцтва, старшыні гарвыканкама разам з людзьмі. Сабралася каля гіпермаркету «Грин» некалькі соцень людзей. Зараз вы іх бачыце. Нагода, як і большасці пікетаў салідарнасці, якія сёння праходзяць па ўсёй краіне, гэта спыненне гвалту у дачыненні да мірных людзей. Жодзіна сёння трапіла ва ўсе навіновыя стужкі, таму што на БелАЗ, адно з найбуйнейшых прадпрыемстваў Беларусі, приехало кіраўніцтва горада, каб бо рабочыя выставілі свае палітычныя патрабаванні і абяцаюць бестэрміновы страйк з панядзелка, калі іх патрабаванні не будуць выкананыя. Добрый день. Добрый день. У нас живая трансляция «Радио Свобода». Скажите, калі ласка, чаму так шмат людей сегодня собралось тут у Жодзіна? Медиков поддерживают. А вы сами так само медик? Конечно. Самый главный кардиолог. Главный кардиолог города? Нет. А сейчас главное это хирурги и травматологи. Скажите, сегодня вы ведаете про падзеі, якія былі сегодня на БелАЗе? Можете распавесці? К сожалению, у нас так много работы, что нам некогда открыть вайбер даже. А адкуль у вас так шмат працы? Нешта у вас... Да, нечто. Привозят из СИЗО. А что? Расскажите. Я же уже рассказывала вам. Нет? Это не вам? Не вам. Это называется сочетанные травмы. Что это такое? Я боюсь, что я завтра не буду работать. Добре, дякую. А вы можете распавесці, что за шмат працы? Работаю в больнице, но я тоже с медиками, и я врач. Это что, «Радио Свобода»? Так. Переломы ребер, массивные гематомы, переломы челюстей, травмы черепа. Наколькі шмат людзей з такімі травмамі паступае? Много. А ці гэта звычайная сітуацыя для горада, каб Конечно, их привозят из СИЗО, задержанных на митингах. з СІЗА ў Жодзіне прывозяць людзей з такімі траўмамі? С такими травмами. Второй день их привозят. А вядома, гэтыя людзі распавядаюць, што з імі адбылося, як яны гэтыя траўмы атрымалі? Расповедают это что? Расказваць гэтыя людзі, якія траўмы? Конечно, рассказывают. І як? На митингах дубинки. Нет, резиновых пуль у нас не было, уже дубинки. Ці гэта большасць жыхароў Жодзіна, ці з Менску? Это Минске. Жодзінскіх нету у нас. Людзі, якіх перавезлі ў Жодзіна, ў СІЗА, яны пасля трапляюць у шпіталь. Да, в шпиталь. Увогуле, у сваёй практыцы вы сутыкаліся з такім калі-небудзь? Никогда. Никогда. За 30 лет никогда. Што вы думаеце на гэты конт? Я плачу второй день, потому что это наши дети. Это наши мальчики. Маленькие мальчики. То бок, па ўзросце большасць людзей гэта хто? Дети. Это дети. Это маленькие дети. 19-20 лет. Добре, дзякую вам. Нагадаю, мы ў Жодзіне, дзе мае прайсці сустрэча грамадзянаў, жыхароў горада з кіраўніком гарвыканкаму, але, як стала нам вядома, у апошні момант была перанесена гэта сустрэча ў Дом культуры, але большасць людзей, некалькі соцень, усё роўна сабраліся тут, на вуліцы. І вось вы просто все бачите и чуете. Добрый день. Это «Радио Свобода».
у нас живая трансляция. Скажите, чему вось люди собрались тут, они пошли у ДК МАЗ, куда кіраўніцтва запросило их? Заблоцкий запросил людей пойти у Дом культуры. Чему люди все равно сюда пришли? Ну, Заблоцкий я не слышал, чтобы он запретил, но здесь больше места соберется. В Дом культуры столько народа не влезет. Здесь большая площадка. Вот что Заблоцкий не захотел на стадион, там могло больше влезть. Там где-то 10 тысяч могло быть влезть спокойно. А ДК БелАЗ столько не войдет народу. Народ бы не пошел туда. Што вы ўвогуле думаеце пра тыя падзеі, якія вось апошнія дні адбываюцца ў Беларусі, ў Менску, ў Жодзіне, магчыма, таксама? Ці ў вас міліцыі больш стала на вуліцах? У нас намного больше милиции было. До сегодняшнего дня. Сегодня Заблоцкий пообещал, ну, удалили милицию, покуда что не видно. А так было очень плохо. Избивали людей, гоняли, боялись выйти дети, родители с детьми на улицу. У Жодзіне таксама збівалі людей, вы кажаце? Вы бачылі, ці ведаеце, ці... Я ведаю, я по интернету видел. Ну, бачить я не бачил, но от людей рассказывали. А за што іх збівалі? Ни за что. За то, что они хотят жить у свободной Беларуси. Вот за это избивали. Як вы б хацелі, каб, ну, вось далей падзеі развіваліся? Што б вы уяўляеце, як это мусіць быць? Я хотел, чтобы Беларусь была без Лукашенко. Была свободной, справедливой, красивой, но без Лукашенко. Ён афіцыйна 80% падтрымкі набраў. Ой, я не расслышал вас. 80% ён набраў. Это такая ложь, с него уст несется, что это такое быть даже невозможно. Гэта значыць, 4 з 5 людзей падтрымалі яго. Ці у вашым асяроддзі, ці шмат людзей яго падтрымала? Вот у нас все, что сюда пришли, все подтримали Тихановскую. Выборы полностью сфальсифицированы. Дякую вам. Добрый день. Это живая трансляция. Вы хотели выказаться, так? Меня зовут Любовь, и учитывая то, что сегодня мэр не появится, я очень хочу обратиться к руководству города. Где наш союз белорусских солдатских матерей? Напишите, пожалуйста, обращение ко всем руководителям воинских частей, чтобы прекратили насилие. Белорусский союз женщин. Мы с вами вместе в Жодино работали волонтерами весной. Обратитесь, пожалуйста, о прекращении насилия. Жодинские новины, главный редактор Жодинских новин. Почему я вытащила вашу газету сегодня из почтового ящика, и там радостные снимки? Мы покупаем вашу газету, мы делаем вашу зарплату. Почему вы не видите настоящих событий, которые происходят? Мне очень страшно идти на площадь. Мне очень страшно, и я боюсь потерять работу. Но еще страшнее мне отпускать своих детей на тренировку в магазин, потому что ездят автозаки по городу, потому что происходит непонятно что, хватает на улице мирных людей. Прекратите насилие. Если люди преступники, задерживайте их цивилизованно. Когда-то много лет назад я была на экскурсии в СИЗО, и там люди на пожизненном заключении находились в идеальных условиях, в чистой одежде. Они были по одному в камере. Почему сейчас их не кормят? У меня моей подруги сына в Минске, инвалид войны, его инвалид 3-й группы. Его задержали, а на 6 дней не может его найти. Он просто шел из поликлиники. Прекратите, пожалуйста, насилие. Все женщины и мужчины против насилия. Жодинские офицеры. Я знаю многих из вас лично. Прекратите, пожалуйста, отдавать приказы, прекратите лично бить людей. Начальник Жодинской тюрьмы, ты мой одноклассник, Дима Стребков, я тебя очень прошу, ты всегда был хорошим человеком. Посмотрите, в каких условиях находятся задержанные. Очень прошу, обратите, пожалуйста, на это внимание. Жодинское руководство горисполкома, не прячьтесь от людей, идите на диалог. Спасибо большое. А скажите, у Жодзіне, ну, все мы бачили у Менску, як проходить затрыманне людей на вулиці, просто сярод белага дня. А у Жодзіне что? Ці таксама затрыманне, ці таксама бачныя аўтазакі на вулицах? Я ехала, позавчера ехала по делам, я остановилась,
ехала машина ГАИ, меня проблесковые маячки, мы прижались к бровке, проехало 8 машин. Я человек с крепкой нервной системой, но я расплакалась. Сегодня, когда я добиралась сюда, я видела человека, который шел из тюрьмы. Он был в грязной одежде, он был весь избитый, с засохшей кровью. Он даже боялся, чтобы к нему кто-то подошел. Вот что я вижу в Жодино. Мой сын должен был сегодня ехать на тренировку, я не смогла его отвезти. Я побоялась его отпустить. Он подросток. Он маленький, но хватает и подростков. Мне страшно. А ці калісьці ўвогуле сутыкаліся з такім у Жодзіне? Нет, в Жодино такого никогда не было. Чтобы просто люди боялись выйти на площадь, чтобы люди боялись знакомых моего сына, просто выходили из Грина позавчера. Девочка лежит в больнице сейчас, ее просто схватили, она закрылась в машине, заблокировалась, разбили стекло, и у нее черепно-мозговая травма, она находится в больнице сейчас. Раньше такого не было никогда. Жодино мирные люди, все пришли с голыми руками, с шариками, с цветами. Просто власть должна услышать всех. Дякую вам вялікі. Спасибо большое. Давайте, може бути, ще поговоримо з медиками, які непосредственно сутикаються ось з тим, про що кажуть уже не перший чоловік. Добрий день. У нас Радіо Свобода, жива трансляція. Скажіть, будь ласка, як зараз працюється медикам у Жодині? Ці нечто надзвичайне у вашій праці здарається? Да нет, без изменений, как и работалось. А вы просто, вы нам рассказывали, что стало поступать шмат людей с травмами. У нас детская У вас поликлиника. детская, да? У нас такого нету. Детки здоровые, но немножко приболели, а так, конечно, нет. У детей нету травм. А чому ось ви вирішили прийти на площу, коли у вас нічого на вашій праці не здарається надзвичайно? Ну, мы как медики, да, против насилия. И видя вот эту всю ситуацию, мы вышли с лозунгом «Мы против насилия». И нам жалко людей. Нам жалко людей, нам жалко... Да, за мир. Что в Беларуси без военных действий. Потому что то, что сейчас творится, это, конечно... Чтобы война не началась, самое главное. Что вы называете военными действиями? Они почалися, на вашу думку, ці гэта... Мне кажется, это начало. Продолжение и видеть не хочется. Поэтому мы и вышли, чтобы все вернулось на круги своя. Чтобы нормализовалась обстановка в стране. Жить, не бояться выйти на улицу. И тебя никто не побил, не схватил. И чтобы дети спокойно могли пойти в сад и школу 1 сентября. А ви працюєте з дітьми чи з дорослими? С детьми. Так само, да? А ви? З дитячі так само. Ці бачили ви гэту акцію солідарності медиків у Менску учора? Бачылі учора, бачылі сёння, як выйшлі супрацоўнікі станцыі хуткай дапамогі ў Серабранцы, бачылі нашых калег у Салігорску, у Мядзеле, у іншых гарадах беларускіх. Таму мы іх таксама падтрымліваем. Мы супраць гвалту, мы за жыццё, мы за шчаслівую будучыню для нашых дзяцей. Як ви ставитеся до того, що ось є інформація і там свідчення, як у машинах хуткої допомоги перевозять супрацоўнікаў міліції? Ну, гэта неэтычна. Як мінімум, гэта неэтычна. Мы гэта не падтрымліваем. Хуткая дапамога – гэта права людзей на дапамогу медыцынскую, а яны... Там яны должны мусіць получыць дапамогу ад супрацоўнікаў, якія могуць аказаць кваліфікаваную медыцынскую дапамогу, а не падвергнуць сваё жыцця яшчэ большай бяспецы. А ці, вось ви у дзіцячай працюєте, але просто як жыхар Жодзіна, ці сутыкаліся ви, ці ваші сваякі, знаёмыя, з гвалтам, про які кажуть зараз людзі? Ну, на жаль, некалькі маіх сяброў у Менску былі падвергнуты арыштам. Некалькі дзён іх шукалі. Дзеці знакомых, супрацоўнікаў. Ну, менавіта маей сям'і, маіх блізкіх сяброў не датыкнулася гэта, але ёсць знаёмыя, якія з гэтым сутыкнуліся. А ці ўжо знайшлі іх? Знайшлі нехта тут у нашым сезона у Жодзіна, нехта у сезона Ахрэсціна. Знайшлі. Што вось, ці яны за што былі стрыманы, ці ведаеце? Не, дакладна не ведаю.
Добре, дякую вам. Десять хвилин тому вже мусила початися сустрэча з кіраўніцтвам горада, але Дмитрий Заблоцкий, кіраўнік Жодзінскага гарвыканкама, перанес яе у Дом культуры. Сейчас люди, вас просто город, отцы города пригнали сюда как скот. Мы едины, мы непобедимы. Вы думаете, скажите, это Радио Свобода, живая трансляция? Вы кажете, что людей сюда пригнали? Да, да, отец города сказал, приходите в 8 часов. 8. Он сюда придет. Он не придет. Потому что он Не ори. струсил. О, да. Он трус и Да. подонок. А да. как мы будем добираться? Как? Куда добиваться? До дома. Машины стоят военные. Он нам обещал убрать машины из города. Они есть. Есть. Как мы будем расходиться? И сколько нас будет в СИЗО? Сколько будет избитых, покалеченных? До Коли, да? Да, Так будем да ждать не до так Коли. надо. Ага. Надо забастовка, ребята. Это днем, а не ночные Да, акции. не надо. Женщина, вообще вы кто? Я пенсионерка. Имя, отчество. у вас Морозова есть? Да. Наталья Вот кто вы? Викторовна. Вот что я вы представляете, да? ничего. Ничего, ну, Нет. пожалуйста. Нет, не пожалуйста. Своё Ребята, вы здесь ничего не решите. Надо забастовку республиканскую. Я не провоцирую. Похватают. Да, пенсионерка, идите отдыхать. Ну, вот и все. Вот и поговорили. Провокация от руководителей города. Собрали и не приехали. Добрый день. А скажите, вы працуете на хуткай дапамозе ў Жодзіна? Можно з вами? Радио Свобода, живая трансляция. Вы на хуткай дапамозе працуеце ў Жодзіна? Можете распавесці, вось, наколькі ваша праца змянілася ў апошнія дні? Ці стала больш выклікаў, якія траўмы у людей? Ну, травмы. Например, я ездил в милицию дежурить. Позавчера в ночь я дежурил. Ездили в милицию, они туда везут ОМОНовцы, внутренние войска, хватают людей, на улицах привозят. Там возле забора держат, бьют их. Ну, не то, что там бьют, ну так, издеваются, скажем так. Ходят королями там по территории у себя, вот и все. Люди для них вообще мусор, я не знаю. Я просто поразился, я сидел, чуть ли не плакал в машине, когда это все видел. Женщину привезли одну, она вообще в акции не участвовала. Избитую привезли, мы ее с сотрясением на больницу увезли оттуда с милиции. Вообще, я говорю, ужас, вообще ужас. А што значыць дзяжурылі ў міліцыі? То бок вы прыязджаеце і чакаеце, калі адтуль людзей выведуць? Вот ту ночь я сам пришел на дежурство, говорят, ты сейчас поедешь в милицию дежурить. Там заезжаем, у них как закрытый объект уже базируется. И ОМОН, и внутренние войска, и все, шужера компания это. Но это вот первое дежурство у меня было такое, что... Ну, мы где-то дежурили часа 4, пока в городе уже видно утихло, потом мы уже... А так, да, мы стояли, людей привозят, там избитых, у кого жалобы, у кого что, те же самые ОМОНовцы некоторые подходили, там, жалобы, там, что болит, это, там, таблетку дайте, ну, оказывали помощь. Там где-то кого-то надо госпитализировали, возили на больницу, завозим, назад возвращаемся. Такое. Шмат было шпитализаций. Ну, мы, наверное, 2 или 3 человека завезли. Ну, именно на больницу завезли, которые. Ну, а так людей потом их уводили, ну, они возле забора на растяжках стояли, потом их в отдел заведут, ну, видно, допросят, там, через час их потом отпускали, их, кого родители забирали, там, ну, и пацанов малолетних много было. Ну, таких по 15, по 16 лет, и взрослые были, ну, разные были. На расцяжках вы самі на ўласныя вочы бачылі, як людзей на расцяжках стаялі? К забору их на колени ставили, головой в забор, ну, на коленях люди стоят, или на растяжку поставят, подходят, издеваются, давай ноги шире. Телефоны у них забирали, видео проверяли, стирали, видно, видео. Ну, не знаю, что они в телефонах искали. Ну, беспардонно вообще к людям относятся, как к быдлу. Для них ничто. Я так поражался, серьезно.
Наша милиция еще городская более-менее как-то, ну, там следователь ходил, а эти как звери, реально. Это Жодзинская, что кажете? Я их возненавидел просто. ОМОНовцы и именно вот эти внутренние войска. Сказали, якобы с Бобруйска с какой-то части их пригнали. Ці з таким коли-небудь у житті в огулі сутикалися ви? Не, такого я не видел. Такого скотского вообще, как вот они к людям относятся, такого я не видел от наших правоохранительных органов. Я знал, что оно гнила, эта система, но не такой степени. А так що це за злочинці, ну, от, яких ставили на розтяжку, яких збивали? Их выловили вообще по городу, даже кто ни на акции не участвовал. Понимаете ли, я же слышу по рации, там говорят, даже на заправке, из заправки то человека привезли, потом он возле нас идет, дай сигарет, ну, видно, выпустили уже. Я говорю, а что случилось? Ну, за что тебя загребли? Он говорит, на заправке пиво купил, иду, говорит, а, ну, в Жодино это вся херня была, говорит, ни за что тоже забрали, привезли, говорит. Составили там протоколы и отпустили, ну. Но я видел, когда его привезли, тоже он на растяжке стоял перед этим, телефоны у него шмонали, там это все. А зараз, ну, ось гэтая ноч, наприклад, з учора на сьогодні, ці було... Я не дежурил. Ви не ведаєте? Я позавчера ночью дежурил. Добре, дякую вам. Скажіть, а ви сутикалися ось так само з людьми, які... Дежурство не ездил, то есть работали мы в то же месте ночь. Мы работали по скорой помощи, ездили здесь по Жодину, патрулировали маршруты. Вот и все. Что значит патрулировали маршрут? Ну, то есть выезжали на вызова, которые у каждого разная бригада, выезжали на вызова именно на городских жителей. Вот. А так в ночь ушло 2 машины дежурить на СИЗО, и 1 уехала машина дежурить в ГУВД. Вот. В ГУВД. Вот. И все. А звичайно, це бувають у звичайні дні дежурства каля СІЗА і каля РУВД? До этого нет, ничего не было. А как началось после выборов, соответственно, мы ежедневно дежурим и на СИЗО, и на ГУВД. Вот. Праці стало более у вас? Да, працы, конечно, более стало, всего стало более. Вот. А з якими травмами ви сутикнулися? Ну, ось бачили, з якими новими травмами, яких ранень не було, ви сутикаєтеся зараз? Много телесных повреждений. В основном телесные повреждения. Ну, якого кшталту? О, Гэта прыйшоў Дмітрий Заблоцкі, кіраўнік гарвыканкама. Я очень долго готовился, 3 дня. Терпел, но не смог. Раз, два, три. Вот я бывший работник завода БелАЗ, проработал 33 года на заводе. Значит, мы вместе работали. Он начальником цеха, я начальником цеха, он сам начальника директора по качеству, я управление технического сервиса. Были у нас очень много вопросов, очень было много вопросов, но мы их решали. Я надеюсь, что сегодня мы все вопросы решим. Но для начала я хочу сказать, для того, чтобы у нас состоялся конструктивный разговор, я прошу и предлагаю сначала проголосовать, кто голосовал за действующего президента. Поднимите руки. Кто голосовал за вновь избранного президента? Поднимите руки.
Спасибо. Это было для чего? Для того, чтобы наш мэр понял настроение народа и поддержал это настроение народа. Вот мы ему предлагаем требования, которые выдвигает народ. Беседа закончится или? Нет, конечно. Ну, давайте потом мне вручите. Я потом прочитаю. Значит, как я уже говорил, я не работник уже Белоза, я пенсионер. К сожалению, я не был сегодня на заводе. Но я по телевидению, и опять, к сожалению, не нашему национальному белорусскому телевидению, а Тутбаю и другим. Я понял. Подождите, я объясню, я быстро. Сейчас закончу 3 фразы и все. Я ваш. За людей, за советскую народную хорошую страну. Они есть. Иван Павлович меня зовут. Значит, сейчас минуту. Сегодня наш мэр, участвуя в митинге на заводе, Неправда. Просто... Неправда, не выдумывайте. Но находясь на митинге. Давайте, не надо за меня отвечать. Подождите, я услышал такую фразу. Не доводите меня до того, чтобы я нарушил закон. А наш мэр уже нарушил закон. Первое, это в чем выразилось, это фальсификация выборов, которую он допустил. Второе, он допустил ОМОН. Третье, он сделал. Здесь, я понимаю, собрались мирные люди. И мирные люди хотят услышать нашего мэра. Пожалуйста. Или это самое, я хотел. А можно? Нет, ну подождите, может еще желающий кто-то. Я еще раз говорю, я человек скромный, и у кого есть желание высказаться, я всегда готов уступить. Подождите, давайте, человек задал вопрос. Люди, тихо! Подождите, человек только что задал вопрос, можно мне ответить ему на вопрос, чтобы потом не следующий, кто будет задавать, тоже не возвращались вы к этому вопросу. Во-первых, я не участвовал ни на каких митингах на Белазе. Меня пригласили на встречу с коллективом, где я пришел. Формат предполагался немножко другой, но он поменялся по ходу. Поэтому, так организаторы захотели, поэтому сегодня было общение с коллективом, а не участие в митинге. Поэтому давайте не перевирать. Давайте конкретно, задавайте вопросы, и я буду отвечать, чтобы... Как это произошло? Ребята, давайте потише. Пошли вопросы. Я хотел задать мэру один вопрос. Вы верите вот этим людям, которые сюда пришли? Вы им верите, что они скажут или нет? У вас есть к ним вера? Вот то, что люди скажут вам, у вас есть к ним вера? Задайте конкретный вопрос. Еще раз говорю, задайте конкретный вопрос. У нас не было... Ребята, скажите, пожалуйста, вот эта дичь, которая в Жодино творилась, поднимите руки, у кого пострадали друзья, знакомые. Теперь вы верите, что в Жодино происходило какие-то сумасшедшие просто вещи? Вот вам люди не дадут соврать. Вы им верите? Я верю, еще раз говорю, я верю всем. Подождите, я верю всем. Но потом иду и проверяю факты. И большинство оказывается вранье. Подождите. Ну давайте, задали вопрос. Давайте я аргументирую свое. Подождите, дайте я отвечу на вопрос, если вы хотите услышать ответ. А сегодня пацан в больнице. Подождите, вы работник скорой помощи? Умер человек, назовите мне его фамилию. Потому что это вранье. Я заверяю. Где работники медицины? Есть здесь?
Назовите фамилию человека, кто умер сегодня в больнице. Подождите, ну, знаете почему? Потому что это неправда. Подождите, ну вопрос задали, я отвечаю на вопрос, потому что... 10 мы зададим следующий вопрос, подождите, пожалуйста. За последние 3 дня на территории города Жодино и в больнице конкретно никто не умирал. Я имею в виду, не умирал от побоев и от всего, неестественной смертью. И это... Назовите фамилию еще раз. Кто умер? Граждане и жители, дорогие друзья. Пожалуйста, немножко тише. Уважаемый мэр, ответьте мне, пожалуйста, только на 3 вопроса. Первый вопрос. Почему вы, как гражданин нашей страны, как мэр города, который должны защищать наши интересы, позволили пойти на фальсификацию выборов? Вы, понимаете, вы продали наши голоса. Почему на участках не вывешены были протоколы после выборов? Второй вопрос. Тише! Тише! Ну ты тише! Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Еще 2 вопроса. Я не знаю, о какой фальсификации идет речь. Подождите. Еще раз говорю, я не знаю, о какой фальсификации идет речь, если до сих пор не объявлены официальные итоги выборов. Подождите. Уважаемые жители города Жодино, давайте я вам объясню, чтобы вы понимали. Официальные результаты будут объявлены после проверки всех документов, после того, как Центральная избирательная комиссия озвучит свои результаты. Подождите. Потом озвучивает областная комиссия, и потом озвучивает местные комиссии. И 18 числа только будут озвучены официальные цифры. Остальные все цифры сегодня являются предварительными. Я говорю то, что я знаю. Мне стыдно вас слушать. Я не хочу говорить про фальсификацию, это знают все, кроме вас. Придите, пожалуйста, в больницу завтра и посмотрите избитых мальчиков. Если вы отец, если у вас есть душа, мы плачем все, понимаете? Мы матери. И такого избиения я за 30 лет своей работы не видела. Если у вас есть сердце... Назначайте время, я приду в то время... Я не администратор, я только оказываю им помощь. А вы должны прийти и посмотреть на это. Вы как мэр города можете... Подскажите, пожалуйста. Давайте спросим у нашего мэра, знал ли он, что в Жодино орудуют банды, без номеров машины выскакивают, избивают и забирают людей. Вы видели это? Все видели это? Спросим у мэра, а он об этом знал? Это вопрос не мэру, это вопрос к прокурору. Давайте у мэра спросим. Он знал об этом
или нет? Подождите. Поэтому не знал. Отвечая на вопрос об орудовании каких-то банд на каких-то машинах, я информации не имею. Про банды. Задавайте конкретный, четкий вопрос и получите четкий ответ на него. И еще один вопрос. Сегодня выступая Сегодня я плакала. Мне было стыдно. Мне было стыдно за вашу речь. Когда вы сказали, что... Сегодня, выступая перед соработниками БелАЗа, вы сказали о том, что вы что пришли якобы захватить административное здание горисполкома в воскресенье после выборов. Но это же ложь. Люди пришли, безоружные, пришли к зданию исполкома. Вы сказали, что вы находились в здании. А почему вы не вышли к народу? Вы же мэр города. Может быть, если бы вы в первый день вышли к мэру, к городу, к народу, может быть, не было бы вот этих избиений, исчезновения наших детей, которых избивают, которые плачут. Вы же все это знали. Почему вы, как мэр города, позволили это? Почему вы прокурору не запретили это, МВД? Где вы были? Вы почему нас обзывают тунеядцами, кукловодами, наркоманами, пьяницами? Почему я боюсь выйти в магазин вечером? Почему, если бы вы, ваша ошибка в том, что вы не вышли к народу? Понимаете? Дайте я вас обниму. Дайте я вас обниму. Уважаемый, отвечая на заданный вопрос, я скажу. Я прекрасно помню, что я говорил и что я... Было сказано, что была возможность захвата административного здания. Вот так было сказано, а не захват административного здания. Давайте не передергивать слова. Все, что касается остального, я сказал уже на БелАЗе. Все это записано, все это вы прочитаете и послушайте 20 раз еще. Давайте, еще раз говорю, давайте задавать конкретные вопросы, которые интересуют людей. И я буду отвечать на конкретные вопросы. Скажите, а сколько процентов Жодина проголосовало за действующего президента? Официальные результаты по городу Жодина будут объявлены после оглашения результатов Центральной избирательной комиссии. Это будет, подождите, это будет 18 числа. Поэтому до тех пор, пока не озвучены официальные цифры, озвучивать какие-то цифры, это все будут предварительные. Я уже сказал, я ответил только что на этот вопрос. Задавайте кто-то конкретный вопрос. Я еще раз говорю, я офицер запаса, внутренних дел и погранвойск. Я работал до 2014 года в нашем Жодинском отделе. Вы готовы убрать ОМОН? Я приду со своим удостоверением и запишусь в добровольную дружину. Вы готовы это сделать? Вы можете это сделать! Молодец! Молодец! Вот мой военный билет! Подождите, мне можно отвечать на вопрос? Или... Да, пожалуйста. Только правда. На сегодняшний день на территории города Жодина ОМОНа нет. Это я официально заявляю. ОМОНа на территории города нету. Подождите.
Дайте я продолжу, чтобы следующие вопросы снять, которые будут заданы. Вы готовы создать добровольную дружину? Давайте я вам на эту тему задам конкретный полный вопрос. Задайте, чтобы я мог ответить. Разрешите. Друзья, мы все знаем, да, что армия вводится в города только в военном случае, правильно? Военное положение. Мы знаем, что люди в щитках, в касках избивают нас, женщин, детей, и мы не можем дать отпор. Это правильно? Если хоть один мужчина на вот эти преступные действия ответит или побьет его, он получит от 5 до 7 лет. Мы же понимаем это. Мы в нашем городе беззащитные. Наш мэр нам говорит, что это защита для людей. Для каких людей? Для каких людей? Так вот, у меня вопрос. Почему армия стоит здесь, когда нет военного положения? И почему? Мы знаем, кто это в щитках. Это не ОМОН. Это ряженые наша милиция и еще там остальные. Какого ляда они здесь нужны? Объясните. Спроси, он готов привести Да, и весь народ, все жители города Жодина просят привести к ответственности того толстенького красавчика в щитках за то, что избил на бане парня. Любой мужчина здесь мог бы раздать ему лещей, если бы этот парень не прикрывался псевдозаконами. Он будет отвечать по закону. И когда вы уберете армию и эту милицию с наших улиц, отвечайте полным ответом. Вот, пожалуйста, сейчас. Вот вам видео. Его определили, знакомые. Подождите, вы мне уже это 15-й раз показываете это видео. И... Подождите, давайте я отвечу на вопрос, чтобы вы... Говорите громче, какая ваша реакция тогда на это? 15 раз на территории города Жодина находятся внутренние войска для охраны объекта, который... Я сказал, ОМОНа нету. Подождите, пусть скажет. Говорите. Я всегда говорю, задавайте конкретные вопросы, получите ответы конкретные. На территории города находятся дополнительно внутренние войска для обеспечения охраны объекта изолятора временного содержания, который сегодня открыт на базе нашей тюрьмы и где сегодня содержатся правонарушители. Подождите, я... Я отвечаю на конкретно поставленные вопросы. Что касается изолятора временного содержания, сегодня из этого изолятора освобождено больше 500 человек. Подождите, дослушайте до конца, вы тогда поймете, что я хотел сказать. По мере освобождения этого изолятора, до тех пор, когда будет необходимость и будет обеспечена своими силами, отсюда будут выводиться внутренние войска. И еще раз говорю, поэтому сегодня идет освобождение максимальное количество и работают 24 часа для того, чтобы разобрать все дела. Еще раз говорю, как только будет освобожден вот этот изолятор временного содержания, постепенно внутренние войска будут покидать город Жодина. На сегодняшний день они занимаются только охраной этого объекта. Скажите, пожалуйста, тише, почему в изоляторе временного содержания не кормили и не давали спать детям 2 суток? А может быть и 3. Да что, вы мне задаете вопросы, на которые я не знаю. Вот. Пожалуйста, ответьте. Это дети.
Я так понимаю, интересно про детей всем. Я работаю в городе Жодино прокурором не так давно. Я хотел приехать в красивый и чистый город, который сильно отличается от других белорусских городов. По поводу детей. Ни одного ребенка не содержалось на протяжении суток, 2 суток в каких-либо изоляторах. Это невозможно. 18 лет это тоже дети. Это дети, которых нужно кормить и давать воду хотя бы пить. А им этого не давали. Позвольте, я задам вам вопрос и прокурору, и мэру города. Иди сюда, Саша. Давайте поменяем. У меня вопрос такой. Это неправда, что вы объявите в городскую комиссию, окружную комиссию результаты только 18-го. Они известны уже сегодня. Но самое главное, дайте нам слово, а прокурор пусть это проверит, чтобы не были сожжены бюллетени, по которым мы голосовали. Все сожгли, женщина, все сожгли. Нет, они не должны были этого делать по закону. Поэтому, товарищ прокурор, товарищ мэр, этого не должно было быть. Поэтому, пожалуйста, ответьте нам на вопрос. И тогда мы будем знать, мы можем создать комиссию по перепроверке участков. Обратившись к прокурору. Дорогие друзья, озвучены предварительные результаты выборов. Дмитрий Васильевич сказал абсолютно правильно. Официальные результаты не озвучивались. Поверьте, все будет сделано в соответствии с действующим законодательством. Тише, попрошу. Как это вы не знаете? Уважаемые друзья, вы только что говорили о фальсификации. Все это крутится вокруг этой, так сказать, темы. Но вы забыли один момент. К чему Светлана призывала и оппозиция, вот тут люди, так сказать, это представители этой, так сказать, оппозиции, голосовать с 15 и дальше. Но у нас проголосовало примерно 40, в том числе и я. То есть 40 от общего числа. От общего. А у нас проголосовало то 5 миллионов, а там 6,5. 40%. Это люди, которые пришли и проголосовали за действующего президента. Большинство из них. А здесь, вот посмотрите сюда. Это позорно. Позор, что вы таким враньем занимаетесь. Искажением фактов. Подожди. Это вот видите, как вот воспринимать. Я сам был голосовал. Я был и голосовал, и видел, когда полурны была уже. И вы не умеете даже слушать. А вот эта эйфория, которая охватила, она пройдет. Не дай бог, не сменит ее. Я хорошо знаю экономику, а тут собрались люди, политиканы, вот, которые приехали, и те, кто просто поддался вот этой эйфории. Вот видите, как отбирают трубки. Задавайте мне вопросы. Вот, пожар, вот такого митинга, позор. На митинге должен выступить мэр вначале, потом задают действенные вопросы. Вопросы по существу. Вопрос в чем? Мы переливаем с пустого порожня. К мэру никаких вопросов нет. Спасибо большое! Внимание! Уважаемый Дмитрий Васильевич, вопросы следующего порядка. Почему наши школьники совершенно были вот в такой ситуации, в положении, когда на моих глазах, на глазах моего мужа, многих жителей города, они просто отдыхали. Вот начиная с 9, 10, 11, 12, они шли по одному, 2 человека, и вдруг как собаки, как немецкие овчарки, как шакалы, сзади, со спины, на них набрасывались, как будто фас,
команда была «Кость». И эти безумные, вот именно они, накуренные, прокуренные, я не удивлюсь, если они принимали транквилизаторы какие-то, потому что столько агрессии у человека нормального не может быть. И они наших внуков хватали. Почему, скажите, почему власти города, Дмитрий Васильевич, не защитили? Подождите. Почему? Подождите. Так. Подождите, почему в первый день 10 после 9 до 10 числа ОМОНовцы говорили нам: встаньте, пенсионеры, нас прогоняли, нас изгоняли. Мы говорили, мы сидим, мы читаем. Зима не наступила, сейчас лето. Мы не можем путешествовать. Мы просто останавливаемся так вот. Мы тихонько общаемся. В целях вашей безопасности. В целях... Почему? Конкретно школьники, когда меня задержали, и вместе с моими учениками задержали и сказали: на землю! Руки за спину! Они сказали! Руки за спину! Они сказали! Я вместе с учениками моими была. Почему? Почему вы не защитили нас? Вы обещаете потом, мы вам не верим. Ни вам, ни вам. Мы не овечки, мы существа здравомыслящие. Мы созданы по образу и Божьему подобию. И мы понимаем, что да, будет Божий кара, суд и над вами тоже. Но очень хотелось бы увидеть сегодня, вот, чтобы они были убийцы. Убийцы, развратники, которые меняют фавориток очень быстро, часто. А мы народ, любящий нашу страну, созидающий, не разрушающий. Мы враги, ничего, мы враги. Те люди, которые лицом вниз, и мне говорили, вниз. Да. Поэтому мы настоящие патриоты. Мы, это мы. Я не слышал. Мы не верим. Я слышал эмоции. Какие эмоции? Там были школьники, ничего не повинны. Они пошли. В чем они виноваты? Что? Там инвалиды, там избиты. А если бы ваши детей избили? Они избиты. Можно мне ответить? Вы знали об этом? Скажите, пожалуйста. Вы знали об этом, о чем говорит эта женщина? Знали об этом? Я не знаю, о чем она говорит. Да, Я знаю. Подождите. Вы задали вопрос, можно я отвечу? Вы, я так понимаю, грамотный человек. Если произведены какие-то незаконные действия, вы написали заявление, кто это сделал? Можно мне ответить на вопрос? Вы хотите жить в правовом государстве? Вы хотите в правовом государстве жить или по понятиям? Расскажите. Прокурору можете написать. Вот девушка, пускай расскажет про... Девушка, независимый наблюдатель. Девушка была независимым наблюдателем Жодина. Пришла подавать в прокуратуру жалобу. Пускай расскажет, как это было. На моем участке 10, который находился в 22-м детском саду. Мы насчитали с моей партнершей по независимым подсчетам 947 человек. В бюллетне было 1400 человек. Где эти люди? Где эти люди, которые влезли в окна? Как они оставили свои голоса? Объясните. Я и моя напарница пришли вчера и позавчера. Мы писали жалобы в РУВД, в ГУВД. Мы ждем ответа. Где факты того, что эти люди реально были, их голоса посчитали? Мы вчера виделись с вами. Мы отдали вам наши заявки, наши жалобы. Мы очень надеемся, что мы увидим протоколы по нашему участку и что выборы, которые состоялись по официальным данным, будут все-таки пересмотрены. Спасибо. Я была наблюдателем на 8-м участке, 4-я школа. Вот.
Да. И я считаю, что все насилие, которое происходит сейчас, происходит из-за того, что выборы были сфальсифицированы. Это то, что думает народ, а не то, что думает депутаты. Да. И сфальсифицированы они были председателями комиссиями и всеми членами комиссий. Нам даже не показали протокол. И на следующий день выгнали, сказали, что и не покажут вообще. Председатель моей комиссии Евсеенко Ольга Николаевна. Подождите, у меня вопрос по поводу фальсификации выборов. Наш мэр говорит, что ее не было. Тогда ответьте, каким образом получилось так, что на предварительном голосовании вывесили протокол с явкой 45%, на 12-м участке Институт земледелия, а в день выборов пришло еще 65 избирателей. 110%! 110% явка! Как такое может быть? Он собрался! Протоколов было... Я вам отвечу. Протоколов не было! Намолочено 60 центнеров с гектара. Ответьте, пожалуйста. Я не знаю, в чем вопрос. Вы подали жалобу на зафиксирование? Так, те, кто независимые наблюдатели, которые подавали жалобу на комиссию, были задержаны. Пропадали просто независимые наблюдатели. Как такое может быть? Я не назову фамилию, потому что я их лично не знаю. Потому что это вранье. Нет, это не вранье. В 8-й школе арестовали наблюдателя и шьют ему уголовную статью. Фамилия его Алексеев Алексей. Дмитрий Васильевич, тут вопросов очень много к вам. И мы сейчас на все вы не можете ответить. От вас мы ждем только одного. Гарантируйте нам лично сейчас устно собираться каждый вечер в 7 часов. Наше конституционное право. Гарантируйте здесь и сейчас. Мы ничего не делаем. Обещайте нам каждый день до начала результатов выборов, до их обещания, собираться вечером здесь, 7 часов, и чтобы никто нас не задерживал. Вашу личную гарантию хотим услышать. Подождите. Можно мне ответить на вопрос? Уважаемые, я понимаю, что у вас даны инструкции определенные. Подождите. Я могу ответить на вопрос. Я могу ответить на вопрос, уважаемые. Завтра, можно я отвечу? Завтра я буду общаться с жителями города Жодино. Статьи Конституции Республики Беларусь. Подождите, не дайте я закончу ответ свой. Завтра я буду общаться с жителями города Жодино в прямом эфире телеканала «Сфера». При этом будет телефонная линия прямая. И я буду общаться столько, сколько это нужно. Вы ее подпишете или нет? Прокурору дайте слово! Вот выходи! Вы видите вопрос, сколько можно? Пускай ответит. Прокомментирует. Я сейчас должен ответить на вопрос, наверное, а потом вы, наверное, зададите.
Дорогие друзья, нам всем нравится порядок. Частью этого порядка является действующее в Беларуси законодательство о массовых собраниях. Кто-нибудь из вас подал официально заявку на проведение массового мероприятия? Попробуйте и подайте ее, и получите установленный ответ. Вы же не сказали, что получите разрешение. Люди! Хватит врать! Хватит врать! Хватит врать! Что? Хватит врать! 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 Ребята, я житель города Минска. Пожалуйста, я специально приехал сегодня, сейчас к вам, чтобы... Я попрошу вас, пожалуйста, сделайте 2 шага назад, чтобы все хорошо всех видели и слышали. Меня зовут Антон Корсека. Только у меня есть несколько знакомых в этом городе, но мне очень хорошо знакома ситуация. Я сегодня полдня с утра провел на Окрестино. Смотрите, выслушайте, пожалуйста, меня. Дайте мне 5 минут, не перебивайте. Послушайте. 2 минуты, хорошо. Суть. Да. Сейчас, безусловно, мы все знаем, это доказано, что победила Тихановская. Ребята, время идет. Но эти люди, которые стоят перед нами, они не могут на это повлиять. Стоп. Сейчас то, что может сделать ваш мэр сейчас, он может решить локальную проблему в вашем городе. Подождите. Без согласования этих вещей он сделать не может. Но он может сделать первый шаг, который убедит вас в том, что он с народом. Давайте у него спросим. Смотрите, предложение. Я вчера на Окрестино, вчера вечером было тоже около 500 человек. Когда я приехал туда, чтобы помочь организовать просто какие-то нормальные взаимодействия и процессы, осталось человек 50, потому что ОМОН все разогнал. Теперь... На велосипедах рядом проезжают, их начинают ОМОН просто на все лупить. За что? Поэтому... А ты говоришь, было 500 человек, и ты целый остался. Нет, просто как, блядь? Как так? Просто держитесь. Поэтому с утра мы начали переговоры с оцеплением в Минске. И сегодня... Если ко мне вопросов нет... Нет, он должен быть. Мэр ждет. Вопрос. Давайте мэр организует сегодня, вырулит ситуацию с тюрьмой. Организует туалеты людям, которые ждут своих детей. Пусть... Ребята, секунду. 30. Дайте мне договорить. Ребята, вопрос конкретный. Пусть мэр пообещает, что сегодня всем обеспечат питание, автобусы заключенным в определенные... людей, которых выбрасывают, чтобы их доставили на их дома, чтобы сейчас, послушайте, это в его силах, он может... У меня конкретный вопрос к вам. Как вы относитесь к рейдерскому захвату власти и почему вы в нем участвуете? Конкретный вопрос! Я не знаю вообще, о чем идет речь в данный момент. Если у кого-то будет фантазия
еще раз говорю, я не знаю, о чем идет речь, поэтому я на вопросы, которые я не понимаю, я отвечать не собираюсь. Еще раз, уважаемые жители города Жодино, я пришел на встречу к жителям города Жодино. Задавайте вопросы, которые касаются... Конкретный вопрос был только что задан. Я ответил на него. На вопросы, на которые я не понимаю, я отвечать не собираюсь. О чем речь? Мы здесь стояли до вас. Как вы должность занимаете, если вы не знаете, что такое рейдерский захват власти, расскажите мне? Как вы занимаете должность? Какое у вас образование, если вы ничего не знаете? Кто вас сюда поставил? Следующий вопрос. Ответьте, кто вас сюда поставил? Без ответа. Без ответа. Дальше. Уважаемый мэр, вы сказали, что в течение сегодняшних суток, вчерашних, позавчерашних, в нашем городе не было ни одной смерти. Это официальные данные. Мы хотим знать, что с судьбой парня, который был избит у бани, возле бани, нашими силовиками, я не знаю, милицией. Что с ним произошло? Где он? Если вы только что подошли, я уже на этот вопрос отвечал. Вначале повторю, если надо, я повторю. Ни фамилии, ни обращения в здравоохранение никаких не поступало. Данный человек, еще раз, сейчас проводится проверка по данному видео, потому что ни заявлений, никаких других фактов нету, поэтому есть только голое видео. Сегодня, по предварительным данным, данный человек подозревался в совершении преступления. И при задержании этот человек оказал сопротивление. Подождите! Это предварительные данные. Еще раз говорю, я официально говорю, если этот человек слышит меня, напишите заявление. Если вы опасаетесь ГУВД, напишите в исполком и передайте мне это заявление. Я это заявление от начала до конца буду контролировать, рассмотреть. Я ответил на ваш вопрос. Тихо. Товарищ мэр, у нас такой вопрос тут у народа. Силовики, которые, как вы говорите, охраняют СИЗО, какое отношение? Почему они в Жодино избивают народ? Какое отношение охраняющие силовики СИЗО имеют к задержаниям в городе? Почему так происходит? Почему они избивают молодежь? Почему они захватывают людей, идущих с работы? Люди, которые идут с работы, они должны прятаться в подвалах. Почему так происходит? Вы говорите, силовики в Жодино и войска введены для защиты СИЗО. Так пускай они возле СИЗО и стоят. Почему по городу стоят МАЗы с военными, с оружием? И сейчас поступила информация, что на магистральном... Поступила информация, что сейчас силовики переодеваются возле магистрального. То есть, я так понимаю, сейчас на расходе будут опять людей цеплять, избивать, завозить в отделы. Ну, а люди, которые дают сопротивление, их судят, блин. Почему не судят этого карателя в погонах, который избивал бы молодого парня, жирную тварь эту, а? Ну ответить надо человеку. Человек? Я вопросы не задаю. О чем вы Вопрос! Спросим у мэра. Мэр знал о задержаниях отдельных людей? Знал или нет? Пускай ответит, да или нет. Он знал, что в городе задерживают или нет? Скажите, пожалуйста, всем, вот люди все видели, тут пришли, все видели. Вы знаете о том, что были задержания отдельных людей, не групп, мирных людей, мирных. Вы знали о том, что их задерживают? Почему люди... Он знал или нет? Мы ждем ответа. Да, нет. Мне можно ответить на вопрос? О всем, что происходит на территории города, каждый
каждое утро мне ложится сводка. Поэтому, когда кого-то задерживают, по какой статье, и... Да подожди, дай ответить. Да или нет? Ответьте, пожалуйста. Знали или не знали? Все, не надо в ответ уйти. Люди выходят из магазинов с макаронами и уезжают в СИЗО. Почему? Конкретный вопрос. Конкретно отвечайте. Дать ответить или нет? Еще раз говорю, каждое утро мне ложится сводка о том, что происходит в городе, где описано, кто за что задержан. Это ответ на вопрос или нет? Нет, вы знали или нет о задержаниях людей отдельных, велосипедистов, школьников? Вы мне назовите фамилию человека, я могу сказать. Еще раз говорю. Имели факты место быть или нет? Да, нет. Да У меня или нет? есть сводка о задержании. Вы знали или нет? Сделайте пару шагов назад. Ждем ответа, да или нет? Вы знали или нет? Я уже ответил на этот вопрос. Ответьте, да или нет? Еще раз говорю, я ответил на этот вопрос, что в сводке каждое утро лежит о задержаниях за предыдущий день. Поэтому кто туда попал и по каким статьям, я Вы туда знали, лежу. вы знали. Дальше. Вы знали? Дальше. Вы знали? Еще раз, я на этот вопрос ответил. Он знал об этом, о всем! Знал! А теперь подумайте, люди, подумайте, если наш мэр знал о том, что происходит в городе и ничего не делал, нужен ли нам такой мэр вообще? Нужен ли нам человек, который всего молчаливого согласия происходящее в городе? А теперь спросим у мэра, если народ города, который здесь собрался, попросит вас уйти, вы уйдете или нет? Сдадите галстук свой, потому что вы, по всем вашим словам, вы полностью не соответствуете занимаемой должности. Человек, которого поставили защищать граждан и жителей города, он сидел и сводки читал просто. А в это время непонятные люди на автобусах без номеров наших школьников мордой в асфальт ложили. Избивали машины, били стекла. И он это знал и ничего не делал. Нужен ли нам такой мэр вообще в городе? Люди, скажите. Ребят, дорогие жители! Мэр ушел! Шановні глядачі, керівник Гарвиконкаму Владимир Заблоцький тільки що зійшов з зустрічі з жихарами города Жодина. І зараз... Мэр ушел! Расходим! Скажите, что вы думаете на конце встречи с керівником города? А ничего не думаю, серьезно. Я хотел задать вопрос по СИЗО. Организует власть хоть какой-нибудь автобус ребятам на Минск? В основном у нас сидят в Минске. Поскольку я сегодня был на СИЗО и в 6:30 утра и просидел до 3, их выпускали, это в основном был Минск. Люди приезжают с Минска, и наш водитель жодинский отвозит людей на Минск. Поэтому, ну, хотя бы власть могла бы обеспечить автобус людям. Наш мэр, когда сказал, что тот парень, которого избивали,
что оказал очень жесткое сопротивление сотрудникам ОМОНа. Мы с ним вдвоем лично видели, как его избивали. Он Был этот парень и был еще один. Они не Одного успели- они просто они- пару раз стукнули, а второго метелили так, что звон стоял на весь район. Ребята просто-напросто не успели убежать, а мы стояли в темноте. Его Нас били просто было до не последнего. До тех пор там на видео, если может кто-то из горожан прислушался, на видео видно, что кричат: «Хорош, хватит». Вот, мы вдвоем это кричали. Парень никакого сопротивления им ничего не оказывал жесткого. Он просто не успел убежать. Налетели, отдубасили. Причем били так, звон стоял просто на всю улицу. Реально. Парень плакал уже от боли. Все. Они его избили и просто ушли, оставили умирать на этом асфальте. Когда мы будем судить тех, кто избивал людей? Скажите, что вы думаете про сустрэчу с керівником города? Что вы думаете про сустрэчу с мэром? Это лукашенковский ставленник. Сам он ничего не делает. Он собирался в 5-й школе, обещал нам дома починить, дороги сделать. Ничего не сделано, деньги выкинуты. Вот здесь позавчера вытащили менты женщину из машины. Она просто парковалась. Ее разбили стекло, вытянули ее. Когда мы будем этих ментов судить? Мы хотим их судить, чтобы они перед нами здесь стояли и отвечали на наши вопросы. Я вам процитирую положение статьи 304 Конституции Республики Беларусь. Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, общественных объединений, о политической и экономической. То есть после 20:00 9 числа вы имели законное право получить результаты ваших выборов. А то, что он сказал, что будет опубликован результат Пожодина после того, как ЦИК опубликует, это бред. То же самое говорит и прокурор. И До Россия свидания! позор, что она вмешивается в Республику Беларусь. Ребята, давайте поступим таким образом, я предлагаю, да? Мы ждали мэра сегодня в 19:00. Давайте каждый день в 19:00 здесь. По-другому никак. Нет, забастовка продолжается, но не... Скажите, коли ласка, Радио Свобода, живая трансляция. Что вы думаете на конт сустрэчи с мэром? Если честно, мэр разочаровал. Он не дал ни одного правдивого ответа, ни на один вопрос, ни по честности выборов. И самое главное, он не ответил на вопрос, что стало с парнем, которого убили до смерти. Меня это очень сильно волнует. Парня избил ОМОН до смерти, и никто не знает, что с ним. Возможно, его увезли умирать в другой город. Официальной статистики нет. Еще я хочу сказать, что я отец 3 детей. Я работающий, не бомж, не наркоман. Я уже 4-й день, когда иду по городу, в магазин за хлебом, я знаю, что меня могут избить или вообще убить. Когда он прекратит эти беззакония? У нас в городе ездят военные, ОМОН, по 50, по 100 человек. Страшно ходить. У меня есть все видео, все это знают. Весь город знает это, кроме мэра. Он сказал, что ОМОНа больше в городе нема. Он сказал, что нет, но все видят по городскому чату, что автозаки стоят в разных частях города. Так, это? Сейчас они тоже стоят. И у вас нема страху после этой встречи вертаться до хаты? Есть страх, да. Но что делать? Выбора нет, мы не можем повлиять. Вот что мы можем, собрались высказать свою позицию. Дякую вам. Добрый день. Радио Свобода, жива трансляция. Скажите, а какие питания у вас были до керівника города? Самый главный вопрос, почему сфальсифицировали результаты выборов? Мы с этим не согласны. Наш выбор был совершенно другой. Грубо говоря, на народ наплевали.
Мы не согласны. Мы за мир, мы за честный выбор. Мы за чистую Беларусь, процветающую, красивую и, как видите, миролюбивую. Никто не хочет войны. Што ўвогуле, ну, вось думаеце пра то, колькі людзей сёння на гэтую сустрэчу прыйшло? Ці ў Жодзіне такія вы можаце прыгадаць падобныя сустрэчы? Я, честно говоря, не поняла вопрос. Ці падобныя сустрэчы вялікія калісьці ў Жодзіне здараліся, вось як гэта? Честно говоря, с 91-го года, как сказал вот местный житель, такого еще не было. Як сёння? Да. Такого массового сбора еще не было. Як вы думаеце, чаму вось гэта не здаралася цягам 30 гадоў, а сёлета вось зараз такое? Люди хотят перемен, люди хотят жить хорошо, понимаете? Все это уже надоело, все обещания, это все пустое. Властям уже просто не верят. Поэтому и собираются здесь. Дякую вам. Тут прошла информация, что якобы из Жодина людей избивают прямо в СИЗО. Это неправда. Поскольку задержанные сами говорят, что их никто не бьет. Это привозят людей в Минске, Окрестина, или как она там? Так, улица Окрестина. И оттуда людей привозят. Медики местного СИЗО вызывают людям скорую, кто в плохом состоянии. Нормальное к ним отношение. Как могут одни относиться, это их работа. Но они вполне адекватно, культурно сегодня отвечали. Помогали людям, если у них спрашивали. Они никому не грубили. В отличие от Окрестина. А вот люди приезжают с Окрестина, родные. Говорят, с нами там никто не разговаривает. Дякую. Дякую. Добрый день. Скажите, ласка, ці ви почули откази на питання, які вас турбують сьогодні на зустрічі з керівником города? Ми ні. Кажучи, ми зовсім нічого не чули. В сенсі? Ну не чувати було. Ми чули тільки питання, ми не чули відкази мера. А що ви хотіли запитати самі? На які питання? Каб он з'їхав нахер отсюда. У нас проживає трансляція, коли ласка. Ну, ми жадаємо, каб він зник з нашого города. Чому ми повинні боятися ходити по городу? Ви боїтеся? Да, ми боїмося. Ми, щиро кажучи, не вельми, але це небезпечно. Коли ти бачиш відео потім, як людей просто вичепують, збивають і все. У Жодині? Да, у Жодині. Да, це так. І ось гэта гісторыя пра хлопца, якого каля лазні збілі. Гэта самая такая брутальная, про што казалі, да, людзі? Да, это, наверное, самая брутальная история. Что это такое? Можете нагадать? Очень много. Чем это рассказывать, это надо... у нас. Собака, я выгуливаю собаку, а здесь ОМОН. Теперь это Это обычный выгул, вот. Это обычная ситуация. Это хорошо? Да. Это на самом деле хорошо, выгуливать собаку. Вот. Вот. Коли гэта зроблены фотоздымок? Здесь. Это было два дня назад. Темнеет, находиться здесь небезопасно. Ты можешь просто быть подозрительным, на их взгляд, и пострадать из-за этого. А мясцовыя ўлады, на вашу думку, яны ў сілах паўплываць на гэта? Они ничего не отказывают на это вообще. Они молчат, они не знают, что сказать людям. Они просто прячутся и все. А люди вот выходят и просто хотят мирными способами что-то решить, голос получить в этой жизни, и все. Мы хотим перемен, и все. За малейших неповиновений. Мы имеем право высказывать свое мнение, свой голос иметь. Мы не делаем ничего плохого, мы не ломаем в городе ничего, мы не крушим, мы не нарушаем общественный правопорядок. И что, наши митинги, что мы что-то разрушили, мы что-то побили, мы что-то сожгли, мы просто высказываем свое мнение, что надо перемены. Наш голос должен учитываться. Вот и все. И мы не должны бояться говорить открыто. Мы не делаем ничего плохого. И мы хотим по городу перемещаться свободно и не бояться. А як ви думаєте, чому гэты ОМОН з'являецца ўначы? З чым гэта звязана? Чому він раптом з'явіўся тут? Они хотят, чтобы мы собирались в группы. Они всячески препятствуют этому. Они не хотят, чтобы мы находились здесь.
Дякую. Дякую вам за ваше міркування. Так, а що тут? А скажіть, а що тут відбулося? Что тут отбылось? Чему люди аплодировали? Ну, ехала сейчас скорая помощь, просто в такое время, как говорится, люди очень даже сейчас благодарны будут. Нет, вообще, честно, ужасно. Просто вот долго пытался переварить все это, но на самом деле в такой момент просто думаешь, как такое возможно, если честно. Как-то всю жизнь думал, что смотрел, ну, в телевизоре и думал, что это где-то там, но нас никогда не коснется. И вот сейчас думал, ну, блин, ну вот сейчас это фигня как говорится, с болезнью, потом это, ну, просто. И понимаешь вроде, что, ну, вот, ничего не сделать, но люди пытаются, это на самом деле правильно. Правильно, что люди выходят. Просто обидно, что реально многие страдают, а, как говорится, ничего поделать не могут. Не знаю, что будет дальше, если честно, очень страшно. И из родителей самое главное, что страшно, что меня сегодня родители не хотели пускать, думали, что, ну, не получится, вот, что даже мирно выйти. Возможно, и правы в какой-то степени. Дякую, дякую вам за міркування. Скажіть, коли ласка, а що за круг почету, про який сказали зараз? Що таке? Просто пройтись мирные акции по Жодино. Мы с последний раз с 9 числа выходили свободно на улицы. Это правда. С 10 числа начиная мы не могли даже здесь собраться, посидеть с детьми, потому что приезжали автобусы с милицией, ОМОНом, с силовиками, и людей просто хватали с улиц. Мы не можем после 8 часов выйти в город спокойно и прогуляться. Нас хватают по дворам, нас вылавливают на улице. Я очень переживаю за людей. Сейчас тоже вот говорят, что сегодня что-то будет, сегодня будут какие-то провокации, и сегодня приедут силовики нас хватать, разгребать. Ну, посмотрим, как все закончится. Но факт в том, что ты живешь в своем городе, и тебе страшно. Тебе страшно выходить на улицу. Тебе страшно за друзей, которые попали в Окрестино, которые сидят здесь у нас в 8-ке в тюрьме. Тебе страшно за все. Мы организовали с девочками, кстати, такую группу, скажем, в Телеграм и выступаем за мир, за мирное решение вопросов, за то, чтобы нас не хватали на улицах. Мы подходим с цветами, общаемся с силовиками. Вчера мы делали тоже круг почета по городу, призывая людей не бояться выходить на свои улицы, просто гулять в поддержку именно народу. Да, нас не трогали, нас сопровождали, все было хорошо. Дякую вам велике. На гэтым мы будзем завяршаць трансляцыю. Нагадаю, гэта было ўключэнне радыё Свабода з Жодзіна, дзе праходзіла сустрэча мясцовых жыхароў з кіраўніком горада Дмітрыем Заблоцкім. Вельмі эмацыйная была сустрэча. Людзей найперш турбавалі пытанні бяспекі і выбараў. Калі ласка, заставайцеся з намі. Спасибо, радио Свобода, что приехало. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое за вашу работу. Спасибо вам огромное. Я не знаю, можно вас передать? Большое вам спасибо. Спасибо за вас. Ну, принципе. Вы зажили там? Все хорошо. Спасибо большое.